Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар. Этот вебинар установочный. Он посвящен рассмотрению основных положений грантового конкурса модели перевода школ в эффективный режим функционирования. Я приветствую всех участников. Нас не так много. Думаю, что, может быть, кто-то еще будет подключаться. Данная запись вебинара, она будет доступна, и в том числе мы также разместим непосредственно базовый приказ по проведению данного республиканского конкурса среди участников проекта 2020 года. Я напоминаю, что у нас есть возможность задавать вопросы в чате, либо в вкладке «Вопросы», которая находится непосредственно в верхней правой части. Если меня хорошо слышно, вы можете в чате как раз это указать. Мы начнем рассматривать с вами основные непосредственно положения данного конкурса. Пока я ожидаю обратную реакцию, я скажу, что грантовый конкурс модели перевода школ в эффективный режим функционирования у нас является уже традиционным мероприятием и используется, так скажем, данное мероприятие для того, чтобы в условиях конкурсного состязания обеспечить или создать условия для финансирования именно тех моделей, которые, по мнению экспертов, можно считать передовыми в этом отношении по сопровождению как раз именно школ участников проектов, то есть в целом направленных на повышение непосредственно качества образования в школах и так далее. О чем сегодня у нас непосредственно пойдет речь, то есть что у нас является основанием для проведения этого конкурса. Я напомню, это базовые документы. Первый – это соглашение, которое является основным для появления региональных приказов, региональных программ и так далее. И, конечно же, это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 10 февраля 2020 года номер 54П, где все мероприятия по данному проекту у нас с вами непосредственно обозначены. Относительно геолокации, уважаемые участники, бывает непосредственно у нас разные, так скажем, города, в том числе и иногда и студия КРИРО может быть, так скажем, привязана, например, к городу Санкт-Петербург, либо Петрозаводск и так далее. Но я думаю, что это не совсем уж так принципиально и важно. Самое главное, что мы с вами работаем вместе и можем непосредственно обсудить важные, так скажем, детали, моменты, связанные с проведением данного конкурса. К нам прибывают непосредственно все участники. Цель – это стимулирование командной работы между школами-лидерами и школами-участниками, то есть в целом школьными командами, участвующими в проекте, по разработке ряда документов, то есть программ перевода школ с низкими результатами обучения школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования с учетом выявленных непосредственно ресурсов, профессиональных дефицитов педагогов. Существует ряд задач, которые преследуют непосредственно данный конкурс. Это выявление успешных практик командной работы между школами-лидерами, школами-участниками, школами-командами и так далее. И публичное признание личного вклада, в данном случае руководителя общеобразовательных организаций, в развитии непосредственно системы образования Республики Коми. Трансляция лучших программ школ-участников по переводу школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования. Обеспечивается это посредством представления опыта работы с школами, победителями данного конкурса на республиканских мероприятиях, которые пройдут уже во второй половине этого года. И, конечно же, это распространение, изучение опыта школ-лидеров по эффективному управлению общеобразовательными организациями в целом Республики Коми. Дальше. Это участники. Кто участвует непосредственно в конкурсе? Участвуют школьные команды. То есть мы надеемся, что все 20 школьных команд, сформированных с учетом муниципального принципа, примут участие в данном конкурсе. При необходимости мы можем как раз опереться на тот приказ, который был непосредственно подготовлен и утвержден Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 23 марта 2020 года, номер 242, который как раз и утверждает состав общеобразовательных организаций, участвующих непосредственно в 2020 году в данном проекте. Помимо школ-лидеров, помимо школ-участников, участие в конкурсе также будут принимать непосредственно муниципальные координаторы проекта, которые в информации об участниках проекта на платформе «Мобильный методист» также размещена. Именно муниципальные координаторы будут представлять материалы, в данном случае уже связанных с разработкой муниципальных непосредственно программ. И еще один нюанс, именно куратор от муниципалитета, то есть лицо в данном случае, которое курирует этот проект, будет непосредственно в соответствии с условиями конкурса подписывать конкурсную заявку. Итак, участники только 2020 года. Мы надеемся, что все 20 школьных команд примут активное участие. Почему? Потому что, в общем-то, все те документы, которые вы разрабатываете, совместно ли, либо самостоятельно и так далее, представив их на платформе непосредственно «Мобильный методист», большей части этого будет достаточно для участия в конкурсе. Следующее. Вот это, наверное, самое основное, это конкурсная документация. Первое – это заявка участника конкурса. Под участником конкурса мы понимаем школьную команду, о которой мы говорили с вами буквально только что. Форма заявки будет нами сейчас с вами рассмотрена в данном случае, и я расскажу в данном случае, что необходимо оформлять будет в данной заявке. Следующее. Конкурсные документации. И вот здесь прикреплять данную конкурсную документацию к заявке уже не нужно будет, потому что данные документы должны будут размещены быть на платформе «Мобильный методист», и этого будет достаточно. Какие документы будут анализироваться? Муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Программа тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, то есть программы, которые разрабатывают школа-лидер. Программа перевода школ-участников в эффективный режим функционирования. Это программы, которые разрабатывают школы-участники проекта. И вы помните, у нас 2 июня тоже был вебинар по созданию подобной программы, которая условно может называться как повышение качества образования в какой-то конкретной образовательной организации. Далее, вот что у нас еще номинально должно быть? Это партнерские соглашения или договоры школ-лидеров и школ-участников проекта. В данном случае достаточно сканировать эти документы и разместить непосредственно в папке, вот там, где есть список команд и так далее, да, но об этом мы с вами поговорим чуть попозже. И к заявке, которая в данном случае сопровождается данными документами, необходимо будет представить еще и описание опыта взаимодействия. И здесь представляется такой жанр, как эссе о теме «Мы – одна команда». Это условное название, которое мы оставили как название эссе с прошлого года. И, в общем-то, оно в своем, так скажем, содержании описывать непосредственно или позволит нам выявить как раз основные характеристики взаимодействия, которые установились между школой-лидером и школой-участниками этого процесса. Итак, резюмируя, хочу сказать следующее. Значит, мы в данном случае, если осуществляем планомерную работу по разработке данных документов и прикрепляем их соответствующие непосредственно папки, так скажем, да, школьные команды в рамках такого муниципального представления документов и так далее, готовим непосредственно еще эссе, который звучит как «Мы – одна команда». И точно так же это эссе мы размещаем непосредственно в папке с теми документами, которые я уже непосредственно представил и назвал. Как выглядит непосредственно заявка? Форма конкурсной заявки в данном случае в организационный комитет республиканского грантового конкурса, модели перевода сама по себе заявка, и, соответственно, в первой части указывается в данном случае наименование
общеобразовательных организаций. Ознакомившись с условиями и правилами участия в республиканском конкурсе моделей перевода школ в эффективный режим функционирования общеобразовательной организации. И здесь указываются школы-участники, школа-лидер, то есть все, с полным наименованием образовательной организации. В каком порядке? Начнете ли вы со школы лидера или со школы участника, здесь не принципиально важно. Здесь вы просто констатируете, какие именно школы в данном случае зафиксированы в этой непосредственно заявке. И далее направляет для участия в республиканском грантовом конкурсе модели перевода школ в эффективный режим функционирования заявку с документами, размещенными на платформе «Мобильный методист» по электронной ссылке. В принципе, если вы укажете в заявке прямую ссылку, этого будет достаточно. Там, где открывается непосредственно список команд, и вы выбираете непосредственно команду, связанную с наименованием муниципалитета. В правой части, я напомню, на платформе «Мобильный методист» они обозначены с помощью символики, муниципальной символики, это герб и так далее. Я думаю, что будет очень легко сориентироваться. Ну и, конечно же, мы членам жюри также проинформируем, что участники будут размещать непосредственно все документы в этих непосредственно папках. Вторая часть, она табличная, она тоже достаточно емкая, и она необходима как раз для того, чтобы мы предварительно собрали информацию о реквизитах в данном случае и об ответственных лицах, связанных с обеспечением, так скажем, да, получения вознаграждения и так далее, и так далее. Я забегу вперед немножко, но сообщу, и поскольку неоднократно уже говорил, что грантовый конкурс – это конкурс, в общем-то, денежный и так далее, и мы хотели бы получить сразу же информацию о банковских реквизитах и не только. Итак, посмотрите, пожалуйста. Данные банковские реквизиты заполняются на каждую образовательную организацию, указанную в первой части заявки, самостоятельно. В шаблоне заявки у вас будет один вариант таблицы, но вы в данном случае, скопировав этот вариант таблицы, можете легко вставить ее в заявку. И, соответственно, если у вас 2 школы, то таких табличек у вас будет непосредственно 2, 3, соответственно, 3, ну и так далее. Я думаю, что принцип непосредственно понятен. Что во второй части мы обязательно указываем? Полное наименование образовательной организации. Здесь можно продублировать из верхней части. Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, если имеется образовательная организация. Желательно с кодом, потому что иногда мы разыскиваем непосредственно телефоны, обращаясь к сети интернет и так далее. E-mail, по которому можно напрямую непосредственно связаться, а лучше сразу же с руководителем образовательной организации. Далее, фамилия, имя, отчество полностью руководителя образовательной организации. Далее, телефон бухгалтерии, который непосредственно либо сопровождает образовательную или образовательные организации и так далее. Ну и главного бухгалтера, фамилия, имя, отчество тоже полностью, к которому мы могли бы обратиться в случае возникновения определенных вопросов. Далее, традиционно включается непосредственно описание банковских реквизитов для получения выплаты, для перечисления непосредственно денежных средств. Как правило, указывается наименование банка, юридический адрес, получатель, расчетный счет, банк, лицевой счет и так далее. Указывается ИНН, КПП, УГРН, корреспондирующий счет, БИК и электронный непосредственно адрес. Да? Дальше. Ну и здесь на этом слайде у нас не представлено, но я еще раз хочу обратить ваше внимание, что данную заявку непосредственно подписывает куратор проекта в муниципальном образовании. То есть фактически перед его подписью фигурирует еще такое предложение, как достоверность представленной информации гарантирует. То есть фактически образовательная организация предоставляет в данном случае эту информацию, а заявку мы уже получаем от муниципального координатора. Сразу забегая вперед, хочу ответить, может быть, на уже возникающие вопросы. Данная форма будет доступна для свободного скачивания, и также мы проинформируем всех, и школу участников, и школу лидеров, и, конечно же, муниципальных координаторов.
Если говорить, собственно, о других документах, то в мае и в июне мы провели ряд вебинаров, где были представлены определенные, так скажем, да, проектные решения по поводу программ, и можно обратиться как раз к тем вебинарам, которые уже состоялись. Ну, я думаю, что мы в данном случае определенным образом еще как-то сопроводим весь этот процесс. Почему мы проводим сегодня в данном случае наш первый такой установочный вебинар по этому конкурсу? Дело в том, что в рамках вот этого летнего периода у школ, в общем-то, отчасти, да, может быть, где-то ближе к концу августа появится возможность непосредственно, может быть, доработать, может быть, завершить непосредственно разработку данных документов, разместить их на платформе «Мобильный методист». Поэтому, по сути, прием заявок и материалов на конкурс у нас формально состоится в первую неделю сентября. Это не означает, что данные документы, да, должны появиться именно к этому моменту. Они могут появиться и раньше, вы просто их размещаете, уже, как я говорил, да, на платформе «Мобильный методист», и они будут непосредственно доступны для анализа, для изучения и так далее, да, фактически. Дальше. С 8 по 28 сентября, то есть примерно в течение 3 недель, будет оцениваться в данном случае материалы членами жюри конкурса. Ну, а формирование в данном случае уже в рейтинговой таблице участников у нас будет осуществляться с 29 сентября по 2 октября 2020 года включительно. Награждение победителей и призеров конкурса будет осуществляться в рамках республиканских торжественных мероприятий, как это пока планируется в данном случае. Если будут какие-то изменения, мы обязательно проинформируем всех участников грантового конкурса. Ну и, соответственно, будет издан, конечно же, официальный приказ, на основании которого и будут осуществлены непосредственно денежные переводы и победителям, призерам, и непосредственно участникам данного грантового конкурса. И доведены, так скажем, до вас сведения о направлениях, так скажем, да, по которым можно тратить данные средства. Конкурсные материалы, еще раз обращаю ваше внимание, размещаются на платформе «Мобильный методист» в разделе «Список команд», а заявка направляется по электронному адресу, в данном случае averин@kiro.ru. То есть фактически от вас я должен получить от школьных команд только непосредственно заявки. Все остальные документы размещаются на платформе «Мобильный методист». Оценка конкурсных материалов школьных команд осуществляется по 17 критериям. Эти 17 критериев у нас дифференцированы относительно всех документов. Ну и максимальное количество баллов у нас получается 50. Я сейчас прокомментирую как раз, какие критерии в данном случае используются. Критерии оценки конкурсных материалов для муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. То есть фактически оценка данного продукта, данной программы осуществляется по 5 критериям, когда мы говорим о фиксации нынешнего уровня состояния муниципальной образовательной системы как объекта управления. И, по сути, дана или, наоборот, не дана оценка настоящего качества образования, определены проблемные зоны его достижения и так далее. Обозначено желаемое или целевое состояние качества образования в муниципальной образовательной системе в результате осуществления комплекса запланированных мероприятий, а также определены показатели, индикаторы достижения поставленной цели и, соответственно, планируемых результатов. Далее, представлен ли комплекс мероприятий, действий, ну или акций, реализация которых может привести к системным изменениям в образовательных организациях к повышению качества образования. Обращаю ваше внимание, что здесь дается непосредственно оценка о возможности, да, в данном случае, приведения к системным именно изменениям в образовательных организациях, а не просто наличие, в данном случае, комплекса. Ну и, конечно же, в программе описаны механизмы повышения качества образования. То есть, каким образом, да, или как мы можем получить ответ на вопрос, как муниципалитет решает вопрос по повышению качества образования в образовательных организациях.
И описано управленческое сопровождение. Реализация программы обеспечивается достаточная управляемость и контролируемость непосредственно программы. Это что касается критериев оценивания, в данном случае муниципальной программы. Мы понимаем, что данная зона ответственности в большей степени, конечно же, будет касаться муниципалитетов, муниципальных координаторов. Но я думаю, что на эти критерии можно непосредственно будет сориентироваться. Критерии, по сути, которые использовались для оценки программы тьюторского сопровождения и программы, в данном случае, оценки перевода школы в эффективный режим функционирования по прошлому году практически не изменились, и здесь они представлены в данном случае 4 критериями. Программа тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, оценивается по таким критериям, как представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом анализируемой проблемы. То есть описана внешняя среда, в которой функционирует общеобразовательная организация, внутренняя среда, качество школьных процессов, связанных непосредственно с управлением, с преподаванием, ну и так далее. Конечно же, качество образования, о которых мы непосредственно говорим, и так далее. Второй блок – это насколько описаны и представлены проблемы в деятельности руководителей школ, участников проекта, какие дефициты, профессиональные дефициты вы выявили в данном случае у педагогического состава школ, участников проекта. Какие управленческие действия предпринимается общеобразовательной организацией, которая позволяет в данном случае разрешить проблемы в деятельности руководителей, обращаю ваше внимание, школ, участников проекта и профессиональные затруднения педагогического состава школ, участников проекта. Ну и представлен алгоритм тьюторского сопровождения, представлены ожидаемые непосредственно результаты. Здесь у нас не 4, оказывается, а 5 непосредственно критерий. Итак, резюмируя, хочу обратить ваше внимание, что программа тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в данном случае разрабатываемая школой-лидером, по своему содержанию ориентирована на сопровождение школ-участников. И в данном случае, посмотрите, пожалуйста, да, мы говорим как раз о том, как данная программа позволит, в общем-то, сопроводить школу-участника в целях, так скажем, да, выхода из вот этой зоны, так скажем, функционирования в неблагоприятных условиях, в том числе в отношении качества образования и так далее. Если говорить о программах перевода школ в эффективный режим функционирования, которые разрабатываются школами-участниками проекта, вот здесь они также в данном случае описывают уже контекст деятельности непосредственно касающиеся своих, в данном случае особенностей, да, своих ресурсов и так далее, которые они могли бы, может быть, использовать и так далее. Но в целом мы с вами видим такую соотнесенность, наверное, критериев. Да? То есть представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом анализируемой проблемы, внутренняя и внешняя среда школы, качество школьных процессов, описаны проблемы в деятельности, представлен алгоритм перевода школы в эффективный режим функционирования, представлены ожидаемые результаты и показатели, в данном случае, их достижений. Далее, у нас эссе, в данном случае мы одна команда. Используются 2 критерия. В частности, представленный материал оригинален, отображает командную работу в школьной команде, изложен живым и образным профессиональным языком, без лишней научности и прочее. Ну и представленный материал демонстрирует опыт взаимодействия в команде к достижению непосредственно поставленных целей. Хочу обратить ваше внимание, что мы обращаемся к системе непосредственно антиплагиат, и для того, чтобы проверить непосредственно на характер уникальности в данном случае того текста, который вы представляете, да, или будете представлять и так далее. Та же самая ситуация нами использовалась и в прошлом году. И хочу сказать, что процент оригинальности непосредственно тем более у победителей, достаточно высокий. У некоторых действительно очень даже высокий, то есть тексты были уникальные и оригинальные. И еще один момент относительно партнерских соглашений. Да. Вот здесь, вот посмотрите, пожалуйста,
у нас начисляются, соответственно, баллы относительно наличия, да, данных партнерских соглашений. То есть если партнерские соглашения или договоры не представлены, то есть не размещены на платформе «Мобильный методист» и так далее, то, естественно, школьная команда по этому, так скажем, пункту получает непосредственно 0. Если же представлены с некоторыми участниками школьной команды, то есть школа лидеров заключила подобные договоры, либо партнерское соглашение, например, с одной школой участников, в данном случае проекта, да, вместо 2 или 3 и так далее, то, естественно, эксперты фиксируют данную ситуацию и оценивают ее как непосредственно в 1 балл. Ну, а если партнерские соглашения или договоры представлены в данном случае, во-первых, заключены со всеми школами-участниками, представлены на платформе «Мобильный методист», то в данном случае эта ситуация оценивается непосредственно в 2 балла и так далее. То есть здесь мы ориентируемся на наличие лишь партнерских соглашений между школами-лидерами и школами-участниками проекта. То есть здесь оцениваются данные критерии именно так. Порядок определения награждения участников и победителей конкурса. Значит, создается жюри, которое оценивает представленные конкурсные материалы в баллах на основании критериев, утвержденных данным положением, и, соответственно, формирует рейтинг участников конкурса. Как формируется значение в отношении, так скажем, каждой школьной команды, значение в оцениваемых, так скажем, баллах, да? Мы суммируем в данном случае те баллы, которые мы получим от каждого члена жюри, и, соответственно, мы делим на общее количество, то есть получаем среднее значение. И именно среднее значение затем позволяет нам уже осуществить рейтингование, в данном случае участников конкурса. 3 участника конкурса, имеющие высокий рейтинг по результатам конкурса, объявляются победителями. То есть это занимающие первые 3 непосредственно строчки. 1, 2, 3. Школьные команды победителей конкурса награждаются дипломами победителей соответствующей степеней. Диплом победителя 1, 2 или 3 степени, соответственно, Министерство, да, образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И, соответственно, денежным поощрением. За первое место это 500 тысяч рублей, второе место 400 тысяч рублей, третье место 300 тысяч рублей. Все остальные школьные команды, участники конкурса, награждаются сертификатами участников конкурса и денежным поощрением в размере 50 тысяч рублей. Ну и следующий момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание изначально, да, в данном случае. Дифференциация денежного поощрения внутри школьной команды, то есть между школой-лидером и школами-участниками и так далее, осуществляется оргкомитетом конкурса. И, соответственно, доводится до участников конкурса в форме приказа. То есть в приказе в данном случае уже будет четко обозначено, какая будет сумма непосредственно доведена до школы-участника и до школы непосредственно лидера, которая, может быть, является победителем, да, либо непосредственно участником данного конкурса. В приказе это будет обозначено. И еще один момент, который является также важным и принципиальным. Победители конкурса представляют опыт своей работы на межрегиональной конференции по реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Данная конференция у нас запланирована на октябрь месяц, поэтому я думаю, что мы в любом случае, обозначив победителей к началу октября, предоставим возможность представить опыт взаимодействия, организации сопровождения, а также непосредственно опыт самих школ-участников по, так скажем, выходу общеобразовательной организации, да, в уже эффективный режим функционирования. Но подобные мероприятия у нас для победителей предусмотрены. И мы ожидаем, что наши победители 2020 года, конечно же, примут активное участие. Напомню о том, что информационное сопровождение конкурса у нас осуществляется в данном случае на сайте
института. Вся новостная информация пока у нас будет размещаться непосредственно через сайт, в том числе и о сегодняшнем вебинаре, где будет обозначена и ссылка на него и так далее. Ну и данная информация появится у нас на платформе «Мобильный методист» уже после утверждения непосредственно приказа, поскольку мы разместим непосредственно всю уже информацию в данном случае на сайте института и на платформе «Мобильный методист» уже после утверждения данного приказа. При возникновении непосредственно вопросов вы можете также обращаться к кураторам конкурса. Это проректор по научно-методической работе Габова Марина Анатольевна, ну и сотрудники центра, которые могут непосредственно подсказать, ответить на вопросы, либо еще, может быть, какую-то помощь вам оказать и так далее. Да? Вы можете звонить в институт непосредственно по телефону в Сыктывкаре 28 60 11, код Сыктывкара 8212. Ну и, соответственно, если нет, то добавочный 339, если Анастасия Вячеславовна, то добавочный непосредственно 312. Я думаю, что у нас появляется возможность задать друг другу вопросы. При необходимости я готов на них ответить. Ну, а я пока вернусь на слайд по, в данном случае, основным срокам для непосредственно уже подведения итогов нашей сегодняшней непосредственно встречи. Итак, сам конкурс стартует 1 сентября. С 1 по 7, я напоминаю, мы осуществляем прием заявок и материалов на конкурс. Заявка направляется на электронный адрес aglaviring@kiro.ru, а материалы размещаются на платформе «Мобильный методист». Там, где список команд, вы выбираете непосредственно, если еще не зарегистрированы, регистрируйтесь, и, соответственно, в контенте, который связан уже с вашим муниципальным образованием, как раз размещаете всю эту информацию. Далее, в течение следующих 3 недель, то есть с 8 по 28 сентября, у нас осуществляется оценка материалов членами жюри конкурса. Ну, а по 2 октября мы формируем в данном случае уже рейтинговую таблицу участников конкурса, и далее непосредственно уже будет издан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Коллеги, у вас есть возможность задать вопросы. Напомню, что вся информация будет размещена, во-первых, в новости по итогам, в данном случае, данного вебинара. Ну и также у вас есть возможность задать вопрос или написать и так далее на мой электронный адрес. Я думаю, что до середины июля я смогу вам точно ответить, ну и с середины августа, наверное, тоже ответить на все вопросы. Спасибо, уважаемые коллеги, спасибо, участники. Я полагаю, что у нас нет вопросов. Еще раз обращаю ваше внимание, что если таковые появятся, вы можете непосредственно обращаться в центр либо проректору по научно-методической работе и следите за информацией. Всего доброго, до свидания.